Саламатсыздар. Good afternoon, teacher. Прекрасно все на небе. Прекрасно все на небе. Прекрасно на земле. Прекрасно на земле. Прекрасно все вокруг. Прекрасно все вокруг. Прекрасно все во мне. Прекрасно все во мне. Теперь, ребята, делимся на группы. Берем по 2 стакана. Ребята, у нас сегодня открытый урок русского языка. Я желаю вам всем успеха. Я верю вам. Вы покажете себя хорошей стороной. А теперь мы узнаем сегодня нашу тему. У нас сегодня интересная тема. Мы эту тему узнаем. У вас в стаканах есть пословицы. Соберем пословицу и узнаем у нас сегодня какая тема. Не спеша, осторожно. Итак, прочитаем пословицу. Государство помогает. Хлеб, дружба и водой не разлюешь. Ваша? Друга не будет ждать дни. И как вы поняли, какая у нас сегодня тема? Мой друг. Мой друг. Последняя буква. Вот, ребята, мы нашли слово, как пишутся тут раздельные буквы, мягкий, твердый знак. А теперь давай мы расскажем, как вы думаете, где пишется твердый знак, где пишется мягкий знак? Объясните разделительные знаки. Свет. Разделительный твердый знак пишется только после приступа на согласный перед буквой Е, Ё, Ю, Я.
Например, пойдем объявление. Объявление. Твердые знаки, значит, пишутся после приставки. А мягкий знак пишется глубокий. Разделительный мягкий знак пишите в корне или перед окончанием слова между согласными и гласными, е, ё, и, ю, я. Например, друзья, воробьи. Друзья, воробьи. После корней и перед окончанием. Молодцы. Выходим в одной. Кто знает, какие пословицы? Ага. Читай. Читай. Без друга. Без друга в жизни великий. Так, без друга в жизни береги. Нет. Что неправильно. Так, кто закончит? Какую пословицу знаешь, тут давай? Проверяй себя. Так, друга ищи, а найдешь не сложи. Бери любую. Ага. Думаем сперва. Дерево живет с корнями. Дальше. А человек 100 друзей. Нет, тоже неправильно. Знаешь? Угодно. Думай, не спеши. Молодец. Читай. Друг познается не сразу. Несчастье. Садись. Дальше. Рамазан. Думаем. Сперва думаем. Не имей 100 рублей, а имей. Неправильно. Думай. Правильно, Рамазан. Друга. Читай. Пословицу читай. Друга ищи, а найдешь великий. Да, друга ищи, а найдешь друга. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Молодец. Дальше. Быстро, быстро. Айо. Думай. Нет. Думай, друзья, куда можно положить? Нет. Ага, читаем. Дерево живет корнями, человек друзьями. А человек друзьями. Быстро. Да. Нет. Читаем. Без друга в жизнь трудно. Без друга в жизни трудно. Читаем. Трудно, как сделала, разберешь, не сложишь. Назовешь, не сложишь. Пословица мы поняли, да? Какая у нас должна быть дружба. Да? Так, ребят, упражнение с группами. Быстро вам дается 10 минут.
должны. Каждому человеку нужна подруга. Мою лучшую подругу зовут Убосон. В ней есть такие качества, как отзывчивость, вежливость, надежность. Читайте, мы вместе проводим время, читайте книги, готовимся к уроку. Я знаю, что Она всегда готова прийти на главное в дружбе, доброжелательность, верность. И думаю, что дружба это дар. Так, одна ошибка у вас. Читаем. Каждому человеку нужен друг, больше дружба, заботливость, есть такие качества, как отзывчивость, вежливость, надежность. Мы вместе проводим время, читаем книги, готовимся к урокам. Я знаю, что он всегда готова прийти на помощь. Главное в дружбе честность и понимает. Я думаю, что дружба это дар. Молодец. Этой группы без ошибок. Так, группа одна ошибка. Какая должна быть подруга? Да? Дальше давайте мы поработаем по словарной. Так, отзывчивость. Как вы понимаете слово отзывчивость? Жауап. Ага, дальше. Вежливость. Ага, спайлер. Пишем сегодня число в тетради, словарную работу. А я он. Спайлер сказали. Дальше честность. Еще какие слова знаете? А ну-ка сами придумайте. Еще какие слова знаем? Какой должен быть друг? Какая должна подруга? Так, зависть тоже есть в дружбе, но должны... Так, зависть. Ага. Теперь дальше давайте мы проверим наше чтение. Как мы выразительно читаем. У нас тут задано такое. Давайте прочитаем веселые стихи. Тут у нас о чем говорится? Давайте, кто начнет? Все стихи. Так, Ленуш. Выразительно, громко. Рано утром, после много Долго думали судья. Делись на две, и после размещения и в печер мы после такое увольнение найдешь в одни названия. Читаем громко, Рамазан. Ты найдешь, когда прочтешь. Свои же объявления, мы объявления перечли. Любая знаков днем нашли.
Ребята, мы прочитали стихи. И о чем говорится это стих? О чем тут говорится? Какое тут объявление? О разделительных знаках. Я твердых и мягких знаков. Давайте теперь мы прочитаем сегодняшнюю тему. Мой друг. Есть много у меня друзей. Читаем громко. Шарик фамилии Лиша, она прямо сидится, меня запутали, удар подавать народить слегка. Дальше, Аяла. Глаза Лукова улыбнется, ребята громко рассмеются. Он знает, я не обижаюсь, защитить и расстраивается. Мы дружим, с ним ни года не два. Нас разбьет, нас с ним вода. И в дождь, и в город, и в ветер. Нас заскучал вместе. Сложно решить. Время везде на пикнике и им по ночи понадобится. Читаем не быстро, но выразительно. Мне победа такого друга не замилуй, би подруга. Есть много у меня друзей, но лишь один из них дружнее. Так, молодец. А дружбе друзей. О дружбе друзей. О честных друзей. Давайте мы теперь поиграем без минут. Да? У кого какой друг? Кидаем мяч друг другу и говорим пожелания. Начинаем. Желаю отличного. Нет, ребята, какой должен быть друг? Какой должен быть друг? Талантливый, громко, надежный, умный, дядя. Друг какой должен быть? Хороший. Какой должен быть? Досун қандай болу? Молодец. Дос, ага. Дружба? Ага. А теперь давайте пишем, какой должен быть друг. По одной выходит работа на доске. И какая должна быть дружба? Айон, какой должен быть друг? Мы говорили, это кидая мячики. Дос қандай болу? Қандай? Зависи. Қызғаншақ болу керек, иә? Қарай. Помогай другу. Все, да? Больше не знаем? Рамазан, какая должна быть дружба? Друг, пожалуйста, вот дружба. Ерсаил. Я крепкий. Ребята, как вы поняли сегодняшнюю тему? Вам все было понятно? Қалай түсініп бүгінгі сабақты? Синхрен к слову объявление и друзья. Дәптерге жазылған. Домашняя работа. Объявление вместо дружбы
друзья. Объявление и друзья. Все, молодцы, ребята. Сегодняшний урок у нас закончился. До свидания. Удачи на следующий день.